Зимний период в ожоговом центре характерен потоком пациентов. Начиная с начала декабря в среднем в сутки обращаются 10 граждан с обморожением. Половина из них с тяжелой степенью обморожения. Они поступают на стационарное лечение. В Республиканском ожоговом центре экстренной медицинской помощи 50 коек. На сегодняшний день пациентов с обморожением и ожогами больше. Приходится располагать больных в коридорах. Первые симптомы обморожения – это бледность кожи, отек и потеря чувствительности. Это также является признаками первой стадии обморожения. Вторая стадия – появление волдырей. К третьей добавляется потемнение кожи. Четвертая стадия – отмирание мягких тканей. Первая, вторая степень, если это, скажем так, один палец, там, два, то, конечно, люди лечатся амбулаторно в поликлиниках. Если это третья, четвертая степень, то это, конечно, только здесь. Чем глубже отморожение, тем прогноз хуже. Если отморожение четвертой степени, то тут уже в любом случае ампутация на различных уровнях. Либо это пальцы, либо, скажем так, выше. Ну и, конечно, все это приводит к инвалидизации людей. Поступил очередной пациент с глубоким обморожением пальцев рук. Первичная обработка ран, как и все последующие привязки, очень болезненны. Поэтому с пациентом работает группа медиков. На протяжении проведения процедуры измеряется давление. Также в таких случаях обязательно применяются обезболивающие препараты. Сейчас его взяли на перевязку, сделали фацетомные разрезы. И из ран у нас серозно отделяемые. Перевязки очень болезненные. Как видите, на перевязке работает очень много людей. Лечится очень долго. И ждем демаркационную линию. Демаркационная линия – это когда вот уже идет сухой некроз мягких тканей. Врачи отмечают, что часто сталкиваются с оказанием неправильной первой помощи пострадавшим. Для того, чтобы не усугубить поражение кожного покрова, важны правильные доврачебные действия. Ни в коем случае нельзя растирать замерзшие участки, опускать их в горячую воду или прикладывать снег. Необходимо зайти в теплое помещение, обернуть место травмы плотной сухой тканью или одеялом и вызвать скорую помощь. В период сильных холодов врачи призывают жителей Якутии быть осторожными, одеваться соответственно погоде и обязательно рассказывать о правилах поведения в мороз детям и подросткам. Марферина Алексеева, Георгий Григорьев, Якутск.